преобразовал в гол Корчагин, опередив спартаковского кипера Луцика Ковалевский. Ошибка на выходе в первом же игровом эпизоде стала не лучшим дебютом для польского вратаря, арендованного «Спартаком» у донецкого «Шахтера». Исключено, что именно об этом по горячим следам рассуждал Андрей Червиченко, хотя здесь как раз возможны варианты. Желание высказаться вызывало, например, решение московского рефери Колобаева. Несмотря на то, что Кеби вынес мяч из пустых ворот, арбитр гол засчитал. А прав он был или нет, до сих пор неизвестно, несмотря на видеоповторы. Между тем «Динамо» вышло играть против «Спартака» без Ганика, Батака, Точилина и Карамана. И «Спартак», завладев по такому случаю территориальным преимуществом, довольно быстро мог сравнять счет. Павленко выскочил 1-1 с Березовским, но обыграть кипера не сумел. А потом была ошибка «Спартака» в обороне, и Булыкин головой, как молотком, вбил второй мяч в ворота Ковалевски. Чем занимались в этот момент спартаковские защитники, спросите у Пушкина. На этом значимые события первого тайма себя исчерпали. Перед уходом на перерыв затишье нарушил Балтиев, сознанием дела пробив штрафной. Но и Ковалевский тоже забрел на стадион «Динамо» не с улицы, а потому, хоть и не без труда, команду свою выручил. Во втором тайме работа у него только прибавилась. «Спартак» большими силами шел вперед, норовят играть два мяча, что, естественно, сказывалось на стройности обороны, и без того не безупречной. К тому же на желтой карточке висел Ковтун, продолжая нервничать, и Чернышов его заменил. И вот пошли провалы, начались облавы. Сначала Чеснаускис выскочил 1-1, но не справился с Ковалевским. Затем каким-то чудом не забил Гришин, а спустя минуту голевой момент загубил Корчагин. Появление на поле Ващука стало реакцией Чернышова на безобразие, происходящее в обороне. Как оказалось, реакции вполне адекватные. Динамовские набеги прекратились. При этом спартаковские защитники продолжали активно помогать группе атаки. В конце концов, это принесло желанный плод. На Мойзеса, прибежавшего в динамовскую штрафную, не нашлось своего опекуна, в результате чего бразилец одним касанием мяч принял, а вторым пробил мимо Березовского. 2-1. Вспыхнув надеждой, забрался в офсайд Данишевский и, не найдя в себе сил остановиться, пробил после свистка. За это Колобаев наказал его желтой карточкой. Тем временем по полю бегал образец хладнокровия — спартаковский капитан Титов. За 10 минут до финального свистка он встретился с мячом у линии штрафной и, не давая воли эмоциям, аккуратно пробил в угол. 2-2. Концовка матча подкупала неясностью перспектив. Один лишь Виктор Прокопенко обо всем знал наперед, выпуская Харлачева.